Просыпайся, пора в школу. Я говорила раньше ложиться спать. Мам, я, кажется, болею. У меня болит горло, живот и температура высокая. Не придумывай. Давай вставай. Собирайся в школу. Ненавижу школу. Ай, мам, мне больно. Потерпи, ты же не можешь лохматая в школу идти? Могу, почему нет? Я тебе форму погладила, вон лежит. Не хочу надевать эту уродскую форму. Она не уродская, довольно симпатичная. Симпатичная? Она у всех одинаковая. Как в концлагере. Нам не хватает только номер на форму приклеить. Это школа. Такие правила, Аида. Школа есть школа. Ненавижу школу. Ну, сынок, удачи в школе. Пока, мам. Ненавижу школу. Так, это что такое? Решил двойку стереть? Бегом на урок, завтра в школу с родителями. Ненавижу школу. Отказывай пришла. Смотрите, Титрох лажает чудовище. Это не смешно. Тебе не смешно, а мне смешно. Ненавижу школу. Абрай Алтынсарин в свое время приложил много усилий для просвещения своего народа. Он отправлял письма к правительству с просьбами о разрешении открыть учебное заведение для казахских детей. Он разъезжал по аулам, разъясняя значение светского образования. Собрав у местного населения средства, вложив некоторые свои сбережения, Алтынсарин приступил к строительству здания школы. Торжественное же открытие школы состоялось 8 января 1864 года. В казахской степи ее назвали Карашаңырак. Абрай Алтынсарин по этому поводу писал знаменитые свои стихи «Кель балалар околок». Так вот, кто школу придумал. Если бы не он, мы бы сейчас дома спали, а не тут в 8 утра. Вы ошибаетесь, дети. Образование дает комфорт, развитие. Если бы люди не учились, то они жили бы как пещерные люди. Я согласен, буду жить как пещерный человек, но зато не буду ходить в школу. Я с тобой согласна, без школы бы было бы лучше. Точно. Да, школы больше нет. Yes. Yes! Мама, куда делся мой рюкзак? Какой рюкзак? Школьный, мне же пора в школу, я опаздываю. Школа, первый раз слышу такое. Школы нет. И даже дневников, Глупых одноклассников. и глупых учителей. Давай за остальными зайдем, в кино сходим. Сегодня вторник, школьникам бесплатно. Глупый, школы больше нет, и значит школьных билетов тоже нет. Жалко, я всегда ходил по вторникам в кино. Ура! Ура! Школы нет! И где кинотеатр? Вчера здесь был,
Мы когда с мамой шли домой, он тут стоял, точно. А мы точно туда пришли? Может, место перепутали? Нет, не могли, тут всю мою жизнь кинотеатр стоял. Давайте у прохожих спросим. Подождите, пожалуйста. Да, что-то хотели? Тут еще вчера стоял кинотеатр, там показывали фильмы, в основном казахстанские. Тут никогда не было кинотеатра. Вы сказали казахстанские фильмы? Да, вы не видели казахстанские фильмы? У нас в стране никогда не снимали фильмы. Не может быть, а как же бизнес по-казахски? Бизнес по-казахски в Корее? Бизнес по-казахски в Африке. Африка? Да, знаю. В Европе, да, находится? Это значит, вы не смотрели ни одного фильма про килинок? Нельзя издеваться над взрослыми. Придумайте тут всякое. Это все очень странно. Почему в Казахстане не снимают фильмы? У меня дома все изменилось, телевизора нет. Даже книги куда-то исчезли. Я спросил маму, где мой сотовый телефон, а она спросила, что это такое? Да и своей тоже объяснил, что такое сотовый телефон. Дай угадай, она сказала, что ты все придумал и такого не бывает. Я своей рассказывала, что такое интернет, что через него можешь все что угодно найти, ответ на любой вопрос. Она не поверила, да? Да, сказала, что у меня богатая фантазия. Как вообще жить без интернета? Даже не представляю. Пошлите в торговый центр, я проголодался. Закажем пиццу на всех. Давай, и картошка фри. Торговый центр тоже исчез. Никакой пиццы, бургеров и даже крылышек KFC. Тебе бы только поесть. В торговом центре, аквапарк, аттракционы. Как я теперь буду развлекаться? Чего все исчезло? Неужели только из-за школы? Как так? Школу открыли в 19 веке, и с этого момента люди активно развивались. А без школы мы остановились в развитии. Это значит, если человек не учился, то он не сможет снять фильм или построить торговый центр. Изобрести телевизор и телефон. Интернет, Google, YouTube и даже TikTok. Школа все-таки нужна. Помните, там раньше был PlayStation клуб? Мы все это играли. Там была кондитерская, и там были самые вкусные торты. На день рождения мама заказала торт в виде принцессы Эльзы из «Холодного сердца». А тут стоял мой любимый кружок робототехники. Я там построила руку робота. Если мы пожелали, чтобы школа исчезла, может получится пожелать, чтобы она и вернулась? Без школы мир совсем не интересный, скучный и серый. Давайте все вместе снова загадаем желание. Школа, вернись! Школа, вернись! Школа, вернись! Я так и знала, мы застряли в этом мире. Ничего, может мы привыкнем без телефонов, кино, развлечений, даже пиццы. Привет, ребята, что делаете? Кто ты? Мы тебя не знаем. Как это не знаете? Мы 2 года вместе учились в одном классе. С тобой Инджу с одной парты сидим. Я тебя первый раз вижу. Откуда ты знаешь мое имя? Школа еще существует и никогда не было. Они не помнят нас. Это все хорошо. Ты не помнишь, что Асхат и Анфиса над тобой смеялись? Я не смеялся ни над кем. Вы это не помните, но раньше мы учились в одном классе. И вы с Анфисой надо мной издевались, потому что я ношу очки. Все говорите про какую-то школу. Что это? Школа – это место, где нас учили читать, писать и рисовать. Нам рассказывали историю. В школе было так классно. На прошлой неделе мы проходили динозавров. Учительница даже нашла кость древнюю. Принесла ее, я ее трогал. Динозавры? Кто это? Вам принесли кости, вы радовались? Динозавры – это существа, которые очень давно жили на Земле. Они были огромные. Это долго рассказывать. Мы изучали космос. Вот вы знаете, что Земля крутится вокруг Солнца, а во Вселенной миллионы и миллионы звезд. Сколько звезд? Ну, очень много.
Еще в школе мы играли в футбол. Я была капитаном команды. Мы всех победили, и нам дали большой кубок. Мы туда налили сок и выпили его. А что еще было? Расскажите еще. Я тоже там играла у вас. Играла в футбол? Нет, ты не играла, ведь ты была злобная и вредная. Да она шутит. Ты играла с нами в команде. Ты была нашим вратарем. Ты была самая крутая. Значит, мы все время учились в какой-то школе? Был урок трудового обучения. Мы строили скворечники из дерева, сыпали зерна и вешали на деревья. Я свое повесил тут. Ах да, школы нет и не было. И скворечника тоже. Весело, кажется, было. Ну что случилось? Куда подевалась школа? Мы все пожелали, чтобы школа исчезла, но она и исчезла. Вместе со школой исчезло все самое интересное. Даже Человека-паука теперь не посмотреть. А кто такой Человек-паук? Это мальчик, который его укусил паук, и он стал супергероем. Он умеет лазить по стенам, и у него из рук идет паутина. А меня как-то оса укусила, я могу стать Человеком-осой? А меня укусила собака, теперь Человек-собака? Мы пытались снова загадать желание, чтобы школа вернулась. Но у нас ничего не получилось. Очень жалко, а я по школе скучаю уже. А вы прикольные ребята, мне бы хотелось, о чем вы всегда говорили, было правдой. А вы скажите честно, откуда вы знаете, как нас зовут? Мы только что сказали вам, вы что? В прошлом году мы вместе играли, вы просто нас забыли. Давайте еще завтра встретимся, и вы еще расскажете про эту вашу школу. А там у вас было как волшебства? Но если у них есть урок костей, и они считают звезды на небе, то, наверное, и волшебство есть. И что теперь будем делать? Не знаю. Здравствуйте, дети. Стойте, откуда вы нас знаете? Ну как, Аида, Махаббат, Санжар, Амре, Сунгат. Я вас всех правильно назвала? Да, но откуда вы нас знаете? Ну как же, я же ваша учительница. Вы меня не помните? Как вам без школы? Нравится? Вы все знаете, но откуда? Абраял Насарин в свое время приложил много усилий для просвещения своего народа. Абраял Насарин по этому поводу писал знаменитые свои стихи «Кель балалар локолок». Так вот, кто школу придумал. Если бы не он, мы бы сейчас дома спали, а не тут в 8 утра. Я согласен, буду жить как пещерный человек, но зато не буду ходить в школу. Я с тобой согласна, без школы бы было бы лучше. Точно. Но раз вы так сильно этого хотите, пусть так и будет. Это мы загадали желание, и вы его исполнили, это же так же, да? Да, вы правы, но вам так сильно не хотелось учиться, я вас пожалела. Вы знаете, что все изменилось? Все по-другому стало. Да, я заметила, мне тоже не хватает хорошей кофейни. А можно все вернуть обратно? Но вам же не нравилось просыпаться рано, учиться и следовать правилам. Мы все поняли, нам нужна школа, всем нужна школа, верните ее, пожалуйста. Ну, если хотите. Ну что, готовы? Да, вперед к новым знаниям. Привет, дорогой зритель! Продюсерский центр ТЗ-фильм снимаем фильмы по всему Казахстану. И если именно ты хочешь сниматься в кино, то оставляй заявку по этому данному номеру. Мы тебя ждем, увидимся в кино.